В то время Иисус пошел в город, называемый Наин, и с ним шли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына матери, а она была вдова. И много народа шло с нею из города. Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей: «Не плачь». И, подойдя, прикоснулся к нему. Несшие остановились, и он сказал: «Юноша, тебе говорю, встань». Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить. И отдал его Иисус матери его. И всех объял страх, и славили Бога, говоря: «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой». Такое мнение о нем распространилось по всей Иудее и по всей окрестности. Слава Господне! Сегодня Слово Божие и первые чтения Евангелия показывает нам вдову, которая теряет своего ребенка, умирает ребенок. В первом чтении пророк Илья воскрешает отрока, а в Евангелии мы слышим, как Иисус воскрешает юношу из Наина. Это очень глубокое размышление для нас,
Потому что мы, христиане, знаем, что смерть, как разделение души и тела, не является чем-то самым страшным в жизни. Ибо жизнь на земле не является вполне счастливой жизнью. Полноту счастья и радости мы обретаем в Царстве Небесном. Поэтому Иисус нас не обманывает, и мы знаем, что здесь, на земле, мы короткое время. Главное – это жизнь вечная. А вот это временное пребывание на земле есть для того, чтобы мы обрели радость вечную. Когда мы в Польше не так давно, это 3 недели назад, встретил женщину, которую помню, из села, с которого я родом. Я говорю, как там ваши дети? Она говорит, умерла дочь моя где-то с полгода назад. Говорит, я благодарна Богу, что Он ее забрал. Потому что она планы имела такие, что я бы, наверное, этого не выдержала. Лукавый ее так обманул, так опутал ее мозги, что она уже начала идти в такую сторону, что я бы не выдержала. И Бог решил ее забрать, и я очень благодарна Богу, что не допустил, чтобы она сделала очень большие ошибки. Я промолчал, а в душе подумал, какую мудрость Господь открыл этой женщине, что она поняла действительно, где есть счастье. И она по-настоящему любила свою дочь. И знала, что если дочь пойдет по такому пути, как себе приготовила, то для нее духовная погибель для дочери. А мама ее любила, и поэтому хотела для нее жизни вечной. Хотела ее спасти от этой погибели. И молила, чтобы что-то произошло, чтобы Господь остановил, чтобы Господь не допустил. И Господь забрал дочь. И здесь первый вопрос испытания совести. Как я расцениваю подобные ситуации? Умею ли плакать над духовной смертью детей? Иисус об этом говорил во время крестного пути. Остановился, смотрит, женщины плачут. И говорит, не плачьте надо мною, плачьте над собой, над своими грехами, над грехами своих детей. Об этом плачьте. Поэтому так много детей духовно мертвыми являются по причине родителей. Сколько детей страдает от того, что мама и папа решили личную жизнь устроить хорошо. И поэтому расстались. Их не поинтересовало, что будет переживать ребенок. Они потом игрушками, разные кружки, все воздадут там, хотят воздать. Это все очень важно, но оно не сможешь таким способом исправить. Если родитель как бы чувствует свои ошибки в отношении к детям и потом хотят каким-то способом ребенку воздать то, что они разрушили, восстановить, и покупают ему подарки, записывают там на такой кружок, на такой, пусть развивается, чувствует свою вину. А нужно только одно – привести ребенка и самого себя к Богу. Господь только может улечить некоторые раны. Ты не улечишь ни
планшет, и подарки, и кружки разные не улечат никакой гран твоих детей. Улечит только Господь. Есть родители, которые поддаются на искушение жалкого ребенка, например, на службу. Да, холодно, ребенок говорит: мама, может, я не пойду, я бы так поспал. И маме так жалко, что не берет его на службу. Она думает, что она его любит и жалеет. А на самом деле она его не пустила туда, где Господь его одаривает благословлением. Она его лишила благословления, потому что ей по-человечески стало жалко ребенка, а пусть поспит. Не послала его на катехизацию. То значит, не послала к Иисусу, который его мудростью Божией хотел наполнить. А ей было жалко, потому что ребенок говорит: а мне там скучно, я не хочу. Мама, давай, я не пойду. Ну, то мама любит ребенка, а не ведет. И она ему делает вред. Самый настоящий. Сатана умеет так нас обмануть, что мы будем называть то, что есть по сути вредом для наших детей, то, что есть вредным. Он нам говорит, что это полезно для ребенка. И поэтому имеем мертвых детей духовных, как вот эти вдовы из Ветхого Завета и Храма. А исцелить их может только Господь. И очень много грехов наших в отношении к детям, очень много ошибок наших может исправить только Господь. Поэтому твое глубокое обращение и понимание некоторых вещей, и вопрос, который время от времени задаем себе: готов ли я сказать Богу: лучше забери моего сына, мою дочь, чем нежели он или она будут тебя обижать тяжелыми грехами? Готов ли ты на такое? Вот это называется вера Авраама. Бог сказал Аврааму: принеси в жертву своего сына. А Авраам сына ждал 100 лет, до старости своей глубокой. И когда получает сына, Господь говорит: принеси его в жертву. И Авраам, зная, что Бог не ошибается, если сказал: принеси в жертву, хотя он очень любил, всю жизнь ждал этого сына, он готов его принести в жертву. Господь не допустил гибели Исаака и наградил веру Авраама. Братья и сестры, так и мы должны 100% соглашаться с Богом, ибо Он никогда не ошибается. Ты ошибаешься, и то многократно, в отношении к своим детям. Так как ошибаются и тещи, и свекрови в отношении к своим детям. Сколько разводов есть, потому что свекровь или теща говорит: а ты оставь ее, а что она совсем не подходит к нашей хорошей семье. Это такое гадкое создание, как ты ее взял. Прогони, пускай не будет близко к нему. Последний каплю приложила, и развод готов. Сколько таких историй есть, к сожалению. Поэтому сколько имеет на совести разрушенных семей, сколько на совести детей, которые не имели возможности расти с натуральным отцом и с натуральной мамой, чтобы были вместе. Кризис есть в каждой семье, абсолютно. Нет ни одной семьи, где не было бы кризиса. И так важно, чтобы в момент кризиса поддержать, а вы прогони его, а что? Выпьем еще приходит в хату, прогони, лучше найди себе другого. А сколько мам говорит: а найди себе хлопца, приведи, и живет девушка невенчанная с мужчиной, а бывает и женатым мужчиной. Но хороший человек. И ее родители говорят: вот хорошо, пусть он теперь там поговорит с женой, оставит, и мы вам тут все запишем.
квартира ваша. Братья и сестры, смотрите, как сатана умеет уничтожать, как убивает детей руками своих родителей. В прямом смысле. А убить душу – это не менее, чем убить вообще человека. Поэтому так важно, если мы сегодня увидели в Слове Божьем самих себя, что несем ребенка мертвого, духовного, которого сейчас нет среди верующих, может выпивший, может на даче, Бог ему не нужен, он духовно мертв. Кто это сделал? А те, которые воспитывали его. И что нам сделать? Нужно принести ребенка к Иисусу. Нужно пригласить, чтобы Иисус пришел к нам. Нужно очень большой мешок молитвы за обращение детей. Даже если ты в жизни сделал очень большие ошибки, очень большие проколы, когда построил свое счастье, несмотря на разрушенную психику и эмоциональную сторону твоего ребенка, потому что тебе захотелось найти лучшего мужа, чем был отец твоего ребенка. Даже если такие страшные ошибки ты сделал, то есть один, которому имя всемогущий Бог и во всем может, и Он в состоянии залечить раны твоего сердца и раны сердца твоего ребенка. Он в состоянии воскресить из мертвой духовной мертвоты твоих детей и твоих внуков, которые находятся в таком состоянии, от твоей вины тоже. Иисус в состоянии поднять и воскресить. Так как поднял юношу на глазах его мамы и вернул его матери, так может и поднять к духовной жизни твоего ребенка. Все впереди, все можно исправить, только нужно уверовать, думать о Божестве, думать, как ребенка приобщать к жизни церкви. На воскресенье, на праздник, во-первых, думай, как организовать, чтобы этот день был праздничный, чтобы была служба, чтобы потом, как кушаешь обед, спросил ребенка, а что было сегодня на проповеди, на Слове Божьем? О чем вам говорили на катехизации? А ну давай я тебе еще объясню. И твои объяснения ребенку останутся навсегда, на всю жизнь. И однажды твой ребенок воспитает и своих детей, твоих внуков. Вот эта катехизация в ваших домах является продолжением того, что происходит в храме, и она является основным фундаментом духовной жизни детей. Да будет имя Господне благословенно. Помощь наша в имени Господа. Да благословит вас всемогущий Бог, Отец и Сын и Дух Святой. Славим Господа в пресвятых дарах. Да пребудет прославление Пресвятое Таинство. Истинное тело Господа нашего Иисуса Христа. Да пребудет прославление Пресвятое Таинство. Истинное тело Господа нашего Иисуса Христа. Да пребудет прославление Пресвятое Таинство. Истинное тело Господа нашего Иисуса Христа. И на всю неделю, на все дни, на все ситуации отдадим нашу жизнь в руки Бога Отца. Отец мой, Отец мой,
Слава Иисусу Христу! Номер 302.